эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Медальон воина-якутянина Александра Габышева передали правнучке героя. Торжественная церемония прошла сегодня, в День воинской славы России. В Нерюнгри идет ремонт ливневой канализации. Из-за этого перекрыли часть проспекта Ленина. Среднеколымск стал победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Медальоны двух воинов-якутян, обнаруженные на местах сражений в Ржевском районе, доставили в Якутск. Сегодня один из них, красноармейца Александра Габышева, глава региона передал правнучке героя. Александр Габышев, уроженец Алекминского района, погиб в бою в селе Малая Карпово Ржевского района в 1942 году. Медальоны двух героев, в том числе Иннокентия Готовцева из Усть-Алданского района, нашел поисковый отряд «Пионер». Для нашей семьи сегодня очень торжественное мероприятие, очень волнительно. Спустя столько лет для нас чудо, что эта гильза сохранилась, и данные его по базе как-то пробили, и он вернулся на родину. То, что интересно, то, что в этот день, 5 лет тому назад, не стало нашего дедушки. И последнее слово было «найти». Исполняем самое его последнее желание – найти его отца. Более 200 шедевров живописи отечественных мастеров 20 века. В столичном историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Память поколений». Первая подобная по концепции и масштабу. Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы. В числе картин на выставке будут представлены полотна и из Фонда Национального художественного музея республики. Я бы хотел отметить, что в этой выставке мы реализовали такое межмузейное сотрудничество, что очень важно. И вот я стою сейчас на фоне экспозиции музея Ярославского, где представлены оригинальные вещи наших фронтовиков, в том числе героев Великой Отечественной войны, их предметы, оружие и так далее. Это тоже как бы дополняет вот эту выставку. Кроме того, в самой выставке участвуют работы наших художников, которые предоставлены Национальным художественным музеем. Кроме этого, мы подготовили один сюрприз. Это картина Петра Романова, который в свое время, написав эту картину «Помощь фронту», буквально после завершения Великой Отечественной войны, эта работа была подарена в Алекминский музей земледелия. Телебашня города Якутска засияет цветами ленты медали СССР за победу над Японией в честь дня окончания Второй мировой войны. Таким образом, столица присоединится ко всероссийской акции «Свет мира. Борьба за победу» и выразит гордость за разгром Квантунской армии советскими войсками на Дальнем Востоке. Художественная иллюминация на телебашне будет включена с 9 до 11 часов вечера. К другим темам. 47 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. География следующая. В Якутске 22 заболевших, в Мирнинском районе 7, в Татинском 5, в Нерюнгринском 3. В Эмиконском, Среднеколымском, Хангаласском районах выявили 2 новых случая. В Абыйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском районах по 1 заболевшему. Подтверждены 2 летальных случая от COVID-19. За сутки лаборатории региона сделали около 4000 исследований на коронавирус. 7 лесных пожаров тушат в Якутии, 3 из них локализованы. Об этом сообщает Минэкологии Якутии. Общая площадь, пройденная огнем, более 500 гектаров. За минувшие сутки в зоне обслуживания ликвидирован 1 пожар в горном районе. В зоне контроля ликвидировано 15. С огненной стихией боролись около 200 человек. Было задействовано более 40 единиц техники. В регионе действуют 32 термоточки. Наблюдения за этими возгораниями ведут с использованием космических средств. Угрозы населению и объектам экономики нет.
Уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств и крупном коммерческом подкупе возбуждено в отношении генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики и ее заместителя. По данным следствия, подозреваемые по предварительному сговору с иными лицами похитили средства, выделяемые из бюджетов России и Якутии в рамках реализации госпрограммы по развитию предпринимательства и туризма в республике на 2018-2022 годы. Они перечисляли их подставным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по заведомо подложным договорам займа денежных средств. Общая сумма хищений составила свыше 70 миллионов рублей, говорится в сообщении. В последующем руководители фонда переводили средства на счета аффилированных подконтрольных юридических лиц, чтобы скрыть правонарушения. Также отмечается, что эти лица незаконно получили от коммерческой организации 200 тысяч рублей в качестве подкупа. В рамках расследования проведено более 10 обысков, задержаны 6 лиц, в отношении которых будет избрана мера пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. В Нерюнгри перекрыта часть проспекта Ленина из-за ремонтных работ. На территории перед домом Ленина 6 долгое время существовала проблема отвода дождевых и талых вод. После осадков всегда большие лужи. Сейчас ведутся работы по восстановлению ливневой канализации. Работы будут длиться максимум 2 недели. Стоит отметить, что при строительстве города, к сожалению, не были учтены строительные нормы и правила по отводу вод с поверхности городских дорог. В настоящее время, чтобы убрать и снять остату напряженность по Ленина 6, вы прекрасно знаете, когда мы двигаемся по улице Ленина, большие лужи. Вот чтобы снять остроту вот этих больших луж, это самая низкая точка в настоящее время, где производят ремонт и строительство ливневой канализации. Вот там мы забираем сейчас воду. На следующий год мы планируем, как и на Карла Маркса, по крайней мере, предварительная договоренность есть с правительством республики о капитальном ремонте полностью улицы Ленина. Среднеколымск с проектом комплекса «Колымское подворье» стал одним из победителей всероссийского конкурса на лучший проект по созданию комфортной городской среды. Он был отмечен в категории «Малые города» с численностью населения до 2000 человек. Колымское подворье расположится в центральной части города вдоль улиц Николаева и Мицкевича. Вдоль сквера будут установлены скамейки с навесами. Рядом планируется обустройство сцены и трибуны. Будет детская, игровая и спортивная зоны. Также в сквере планируют построить круглогодичный павильон с летней террасой и открытой площадкой. СВФУ вошел в мировой рейтинг лучших университетов мира. Результаты опубликовало британское издание Times Higher Education. Ректор СВФУ Анатолий Николаев отметил, что попасть в список лучших вузов мира очень почетно. Тем более, что СВФУ вошел в число 48 российских вузов, представленных в рейтинге. Анатолий Николаев обратил внимание, что попасть в мировые рейтинги сложно, но еще сложнее закрепиться в них. В список вошли более 1500 лучших высших образовательных организаций мира из 92 стран. Узнать о новых профессиях на практике и понять, чем действительно хочешь заниматься подросткам, поможет «Билет в будущее». Программа под таким названием стартовала в Якутии. Участвовать могут ученики 6-11 классов, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе bilet.worldskills.ru. Ну а далее погружение в профессию. Школьники под руководством наставника будут выполнять реальные задания. К примеру, смогут выточить деталь на станке, распечатать макет на 3D-принтере. После этого ребенок получает индивидуальные рекомендации, как выстроить свою образовательную траекторию, чтобы достичь успеха. Региональным оператором проекта в 2020 году является Центр опережающей профессиональной подготовки. Поэтому по всем вопросам, которые возникают у вас там, с регистрацией на платформе, с участием в профессиональных пробах, вы можете обращаться к нам в Центр. Есть у нас сайт, есть своя страничка в Инстаграм ЦОП-14. Волонтеры Якутии принимают участие в археологических раскопках в центре Якутска возле Национального художественного музея. В скором времени возведут здание арбитражного суда. Но перед строительством по закону участок должен пройти государственную историко-культурную экспертизу. В этой местности жили зажиточные горожане, купцы и меценаты. Какие интересные предметы удалось найти археологам? Подробности в материале Агафьи Гоголевой. В рамках национального проекта «Культура» разработана программа «Волонтеры культуры», которая направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений. В Якутии порядка 10 волонтеров принимают участие в масштабных раскопках в центре Якутска. Для многих это первый опыт.
Мы принимали участие неделю назад, здесь были. И вот это наш второй приход. Ну, то есть другие волонтеры тоже участвовали, но лично я прихожу второй раз на раскопках. Это, конечно, очень интересный опыт. То есть до этого я никогда не принимала участие. Да? Когда искали вот в первый раз, да, мы находили колпачки стеклянные, очень красивые, резные. Это такие от флакона духов. Оказывается, такие были, как хрустальные, да, очень интересные. Также были кусочки слюды, это фрагменты сшитых окон, так называемых, да. Оказывается, раньше слюду сшивали между собой и вставляли в окна вместо стекол. По словам историков, в этом месте стоял большой деревянный дом, в котором жили по тем меркам зажиточные горожане. Примерно на этом участке землей владел известный меценат, купец первой гильдии Федот Астраханцев. Примерно постройка конца 19-20 века. Вот это место называлось переулок Астраханцева, а вот эта вот улица Ярославского раньше называлась Полицейская. Тут дом стоял. Вот видите, вот там фундамент немножко сохранился. Вот тут, скорее всего, дверь стояла. Ежедневно участники проекта находят под землей фрагменты керамики, бересты и стекла. В основном это части битой посуды, а также предметы туалета. Если верхний горизонт это представлено в основном изделиями из стекла, фарфора, фаянса, то сейчас вот у нас в горизонте 18 века в основном идет керамический материал, то есть керамика в основном представлена. Вот. Но есть изделия из кости, различные есть из дерева, даже есть фрагменты посуды из дерева, ложка есть деревянная, разные. Богатая нумизматическая коллекция собрана за этот период. До конца раскопок остается не так много времени. Усугубляет ситуацию погодные условия. Из-за дождя работу приходится переносить на более благоприятное время. Желающих помочь в масштабных раскопках просят обращаться к организаторам в Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Якутии. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. Глава Якутии призвал республиканские организации активнее участвовать в патриотических проектах. Накануне СН Николаев в рамках рабочей поездки в Амкинский район побывал в гостях у многодетной семьи Топыровых, проживающих в селе Балагур, и поздравил их с новосельем. Местные жители и добровольцы при поддержке спонсоров построили для этой семьи благоустроенный дом, причем в кратчайшие сроки, за полгода. Отец семьи Артур Топыров в одиночку воспитывает 4 малолетних детей. Он работает дойером в сельхозкооперативе «Балагур». До этого семья проживала в аварийном деревянном доме. Глава отметил, что проекты по оказанию помощи и поддержке нуждающимся обязательно будут продолжены и поддержаны. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.